и до 3, получается, было совершено нападение на Лизу в доме родного брата младшего, неизвестными лицами в масках. Совершили нападение в доме, в результате чего застрелили брата, он погиб от полученных ранений огнестрельных, и младший сын исчез. Поэтому здесь было сразу предположение, что сына украли, потом милиция приехала, обнаружила сына. Неизвестно, как обнаружили, где обнаружили пока. И со слов уже здесь как бы очевидцы, не очевидцы, а как слух уже пошел, что вооруженные лица были на машине. Ну, какой марки, непонятно. И в масках, да, говорят? Да, в масках именно были, в масках вооруженные, а машину поставили где-то недалеко от дома. Вот здесь буквально где-то поставили машину. И после совершенного нападения сбежали. И сейчас вот нам перехват объявлен, милиции ищут неизвестных этих лиц, но они вооруженные. Это разбой или... Пока версия неизвестна. Сейчас только вот то, Или... что произошло событие, пока такое. А он чем занимался сам? Ну, занимался своим хозяйством, скорее всего. Он нигде не был. Такой спокойный был парень. Богобоязненный человек был такой, придерживался, как религии. И как такое произошло, вообще даже ни в какие рамки не укладывается. А вы честно разговаривали, говоря. Аида Джемишбековна? Она, ну, конечно, Ну мы да, она понимаем ее сейчас в горе состояние. очень сильно, конечно, родного брата убили. Поэтому сейчас пока преждевременно что-то говорить невозможно. Единственное, конечно, я бы хотел бы, чтобы обеспечили охрану. Госкомитет нацбезопасности обеспечил охрану, так как она является депутатом Джоур-Кенеша. Потому что вот эта цепь событий, вот как бывший адвокат, я же помню, что было совершено нападение в госрезиденцию. Вот вы слышали, да, в СМИ, где там солдата избивали, требовали показать ночью, требовали показать, где она живет, будучи генпрокурором госрезиденции, коттедж, там дорогу. Единственное, потом солдата обнаружили уже избитого. По этому факту возбуждено уголовное дело, находится в городе Бишкеке, которое до сих пор вот расследуется. И вот сегодняшнее убийство, я считаю, что надо обеспечивать уже охрану депутата, да, Джоур Кенеша. Это обязательно в порядке, потому что, будучи генпрокурором, она все-таки вела активную борьбу против ОПГ. Как все помните, в течение года были ликвидированы все группировки